Здравствуйте, друзья! Наконец-то мы снова на нашей любимой печоре матушки. И как мы видим, стоит знак кирпич. Знаки убрали. Переправа уже закрыта. Температура, как вы видели, за бортом плюс 3 градуса. И сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 9. Сегодня у нас 9 уже апреля. Пойду к своим палкам. Взял продольнички. Вот такие вот продольнички. Взял червячку. Сейчас вам покажу. Что я взял. Вот такие продольнички взял с маленькими крючками. Поставлю несколько продольничков на червей. Посмотрим, шевельнулась рыба, не шевельнулась. Пошел клев, нет. Удивительно, ни одной машины нет. Обычно тут бывает 5-6 машин. Нету, значит не клюет. Сейчас глянем, чем дышит наша печора. Как мы видим, уже лед посинел. Тепло уже 2 недели, наверное. Вчера лил дождь. Позавчера дул ветра. До этого стояла просто жаркая погода. И все. Лед капитально подтаял. Переправа уже закрытая, я не знаю, около недели, наверное. Ну, может, меньше. Но закрыто. Меня здесь давно не было. Были дела, обстоятельства кое-какие свои домашние. Так, что мы видим? Мылва. Река Мылва обычно промывает здесь. Вижу рыбака. Сейчас приблизим. Глянем. Видно. Насколько видно. Так, рыбачок. Сидит, ловит кого-то там. Ага, мылвы пока еще не видать. Это хорошо. Обычно, когда мылва подходит вон до сюда, уже здесь делать нечего, надо дергать, потому что промывает до дороги и после. Смотрим дальше. Видим, что от ручья дальше все уже открыто. Вон. Тут сюда садятся первые утки, уже бывает, когда рыбачишь на продольнике. Ну, нормально. Я так думаю, даже при такой погоде, если не будет большой жары, неделю где-то, ну дней 5 как минимум, порыбачить на продольнике можно, что мы и сделаем. Сегодня иду пешком. Я просто сегодня пришел с разведкой. А потом попробую достать не урагана, не. Ураган я все тащить не буду, потому что ураган у меня запакован на прицепе, ждет своих поездок на лесные озера, на подготовку к весновке. Скоро мы поедем и туда. Ну а пока вот видим, здесь урагану делать нечего. Возможно, достану своего ёршика, если он будет ездить. Всяко. Пешком не топать, там километра 3-4 еще дальше топать, но ничего. Потопали, встречаемся на палках. А там покажу, что и как мы будем делать. Итак, друзья, вот мы и на месте. Потопать пришлось изрядно, весь употел, на улице теплынь. Короче, хочу показать вам принцип действия весеннего подледного продольника. Вот я подошел, по новой отдолбил свою зимнюю палку на налима. Как видим, тюрьма пустая. Вот к той леске, где были налимовые крючки, вот у меня они, налимовые крючки. Вот один, второй крючок. Я просто к этим же поводкам цепляю продольник вот с такими небольшими маленькими крючками. Много крючков вешать не надо, чтобы не путалось. 3-4 крючка самое то. И насаживаю мелкими червями. Ну, короче, сейчас я одену камеру и покажу принцип действия весеннего подледного продольника. Весной, когда вода откроется, так, под колено положим крышку, чтобы не мочить. Весной, когда вода откроется, леска будет чуть потолще, крючки будут чуть покрупнее. Ну а сейчас
надежде то, что попадут сиг, крючки маленьких размеров и вот такие вот маленькие черви. Вот они, живчики, расползаются. Так, вот цепляем целого червячка, не крупного, и чтобы он вот так вот шевелил хвостиком. О, это бомба, а не наживка. Если рыба есть, она просто не устоит. Она хапанет сразу. Вот так вот. А так как крючок небольшой, по идее он должен заглотить даже желудка, и сходу практически не бывает. Вот. Сиг, язь, хариус. Все может клюнуть. Червяк мелкий, как раз можно, не отрывая, насаживать его целиком. Я уже по состоянию реки должен был этим заняться уже где-то неделю назад, но, повторюсь, дела, не в Африке дела. Блин. Дела по дому. Так надо было. Ну, короче, никак было. Вот, наконец-то я вырвался. И надеюсь, недельку я еще успею порыбачить. И вы все это сами увидите, как это все происходит. Что и как. Рыбалка интересная. Потому что бывает, когда рыба шевельнется, очень и очень продуктивная. Особенно, когда 2-3 язя попадет. А ох, вытаскивать они как. Побороться с ними. Да и крупный сиг. Когда сиг попадает, он почему-то сразу вверх по течению. Вот сюда нацепим на большой крючок крупного червя. Вон, выбираем тоже мелкий крючок. Мелких тут подржавели, правда, немного за зиму. На следующий сезон придется все менять, так что острые-острые, фигня, говно китайское, блин, а не крючки. А вот на эти крупные крючки, которые были налимовые, я пока ничего насаживать не буду. Потом, когда будут ловиться, на них также будут ловиться ерши в большом количестве. Будут ерши или малька найду где-нибудь, я насажу на мальков, пусть болтается, хуже не будет. И все, также вот отпускаем эту палку. Вот у меня баночка пустая тут для живцов. В одной банке где-то живцы были еще, малявки, голянчики. Я, конечно, посмотрю, если есть, насажу. Большой надежды на налима нету, но когда откроются забереги, налим начинает шевеление. И мне даже налим попадал 5 мая, 7 мая попадали довольно такие крупные экземплярчики. Так что как вода начнет, если пойдет свежая вода, налим будет по новой активным, будет гулять. И пусть будут, хуже не будет. Вон, я еще хочу вам показать вот таких живчиков. Они прилепляются на палки. Вон сколько собрал. Не знаю, пригодятся, не пригодятся. На вставные они точно не работают. А вот на удочку, потом, если будет время, я обязательно попробую на удочку на них порыбачить. Хариус. Как же он называется-то, блин, забыл. Веснянка, не веснянка. Ну ладно, бог с ним. Букашки и букашки. Ну, короче, хариус его любит, хариус на него клюет. Так, ну а пока выключаемся. По такому принципу поставлю пяток продольников. И там видно будет. Потом мы посмотрим, что на них клюнет. Ну вот и подходит к концу сегодняшний день. Вышел я сегодня поздно, после обеда. Поставил несколько продольников. И что вы думаете? Я только поставил, а без рыбы уже не ухожу. Палки-то у меня были насажены мальками. И вот такой вот улов. Все были живы. Вот такой вот хорезок. Окунь. Ершище вон такой. Тоже, кстати, попал на малька. Вот такой вот налимчик. Короче, вот такие разношерстные обитатели подводного мира. Завтра приду с проверкой. Завтра в надежде на хороший улов.
Ну, а пока глянем тот продольник, который мы поставили первым. Если что-то есть, я по пути еще все гляну. Потому что тут так и так крючки пустые. Крупные, которые. А маленький продольничек я насадил на червей. Так что есть надежда, что сколько я тут отдалбливал эти палки в течение 3 часов. Где-то, наверное. Ну, вот небольшая натяжка есть. Походу ёрш, ага. Он повис сопливый. И все запутал. Вот такой вот ёршик. Вон второй. Короче, попало еще 2 ерша. Эти сопляки, с одной стороны, они, конечно, ёрш вкусная рыба, но с другой стороны, они не дают белой рыбе взять червя. И мешают, конечно, очень сильно. Ёрш пошел, значит, при лове будет много ерша. Ну и бог с ним. Засолим вкусняшку. Засолим. Что-то насадим, которое меньше было. На вот эти большие крючки. Крупных возьмем. Завтра я уже чувствую, сколько их тут будет. Их, наверное, тут будет целая гирлянда у меня висеть. Ну ладно, посмотрим, что будет завтра. А пока насаживаем это, все кидаем. Ну а пока сегодняшний день заканчивается. До завтра, до завтрашней проверки. До свидания, друзья.